В прямом эфире «Чеченских вестей» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум, чем запомнится понедельник, 13 октября. Праздник труда. Техника новая, современная, специалисты хорошие, к нам приезжают специалисты, и это радует. Рамзан Кадыров принял участие в торжественном мероприятии ко Дню работников сельского хозяйства. Нокаут эмоций. Глава посетил грандиозный вечер профессионального бокса Ахмат Озонов в Грозном. Триумф Вайнаха. Очень много жителей, когда мы выезжаем в горные районы, благодаря то тепло, которым обеспечены, благодаря Рамзану Ахматовичу. На самом деле это колоссальный и очень нужный труд. Наш телеканал одержал очередную победу во всероссийском конкурсе журналистов. Чеченская республика и Чукотский автономный округ заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Это стало итогом рабочей встречи Рамзана Кадырова с губернатором Владиславом Кузнецовым. Документ затронул ключевые сферы – образование, культуру, туризм и патриотическое воспитание. Все детали в репортаже Лейлы Муртазовой. Рамзан Кадыров тепло встречает очередного гостя региона, губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Цель визита – укрепить межрегиональные связи, а также перенять лучшие практики, реализуемые в субъекте, в том числе методы работы с молодежью и подходы к выращиванию сельскохозяйственной продукции. Я очень рад быть на территории Чеченской республики. Спасибо большое. Здравствуйте. Нормально. Спасибо. Надеюсь, понравился вам. Прекрасно. Прекрасно. Лучше города, наверное, в России не видел. Это правда. Искренне. Вот так вот. Это правда. Порядок, красота. Этого дорогого стоит. Владислав Кузнецов поделился своими впечатлениями от субъекта, а в частности от посещения одного из самых уникальных центров подготовки силовых подразделений, не имеющий аналогов в стране, Российский университет спецназа имени Владимира Путина, и выразил благодарность за прохождение курса военно-практической подготовки на территории учебной базы группы молодых ребят из Чукотки в этом году. Очень понравился. Очень центр спецназа поразил. Объект, которого в мире нигде нет. Вот как раз мы делились впечатлениями. Очень всесторонняя подготовка бойцов. И хотел поблагодарить, что в этом году наших молодых ребят принял центр подготовки. Вернулись совершенно другими людьми. С огнем в глазах. И спасибо за то, что будем повторять это, что выделили квоту. Ребята очень ждут. Соответственно, в следующем году поехать и поработать здесь. Обязательно надо нам друг другу взаимодействовать. Если есть возможность поехать к нам и оттуда приехать. Рамзан Иванович, можно летом? Летом? Нет, на данный момент минус 10, а зимой говорят минус по 50 уже бывает. Гости говорят, лучше летом, говорит. Минус 10 у нас, и зимой минус 50. Я говорю, если минус 50 поехать к вам, я говорю, как мамонт вымру. Уважаемый говорит, у нас же Рахим не вымер. И Владиславу Гарьевичу понравилось, это как бы мягко сказано. Удивление такое было, что у нас на данный момент там китайцы обучаются. Ну и, конечно, совершенно потрясающая огневая подготовка и отработка, так сказать, на полигоне всего, и то, что одновременно и аэротруба, и там же центр подготовки парашютистов, то есть, что люди могут сразу это все делать. В одном месте это уже нигде нет. В России точно. Далее подписи, рукопожатия и символический обмен. Чукотский автономный округ и Чеченская республика закрепили намерение развивать сотрудничество. Это первое соглашение между регионами. Подписывается соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Чеченской республикой и Чукотским автономным округом. Подписывают глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Гарьевич Кузнецов.
Губернатор поблагодарил за прием и пригласил руководство Чеченской Республики с ответным визитом уже на Чукотку. Спасибо за то, что приглашаете наших ребят, нашу молодежь. Я надеюсь, что будут новые проекты. Приглашать. Ну, вот мы сейчас у себя будем открывать филиал Центра воин. И тогда просим, чтобы наши ребята могли здесь проходить стажировку. Обязательно. Владислав Валерьевич, его назначение губернатора Чукотской области, оперуется примерно в Луганской области. Прошел войну. Вот там мы познакомились с моим теперь первым заместителем. Да. Спасибо вам большое за кадры. Нам тоже нужен был там, после него там такого представительства нет, как он. По традиции стороны обменялись памятными подарками. Это муж, это наша старейшая мастерская. Бивень, моржа, это все выполняется вручную. Здесь есть вот элементы, это из кита, из позвоночника. Такие. Наша старейшая мастерская все делает вручную, мастерство там сотни лет. Сотни лет. Мы всегда с кинжалами там, что в любое время. Спасибо большое. И бурку такую. Ну вот говоришь, что я уже вошел. Вот теперь точно. Так. Владислав, позвольте мне один. Давайте. Просто накидывать. Вот так. О, да. Ну что, это требует фотографии совместно. Он несущий. Чиновник выразил свою уверенность, что сотрудничество откроет новые перспективы и принесет ощутимые результаты. По его словам, у региона есть чему поучиться прежде всего четко выстроенной и грамотной политике. Еще одна из важных вещей, о которых говорили с главой республики, о том, что очень важно, чтобы дети с раннего возраста понимали, что такое наша страна, где они живут, любили малую родину. У нас же наши ценности. Вот очень важно, чтобы человек воспринимал не чуждые нам ценности, которые там пытаются навязать, а именно наши традиционные ценности, о которых говорит наш президент. Здесь высочайший уровень патриотизма, в том числе и среди молодежи. И очень хочется тоже делиться этими практиками. То есть мы подписали достаточно объемное соглашение, которое раскрывает наше сотрудничество и в спорте, в совместных соревнованиях, и, как я уже сказал, в патриотическом воспитании и военной подготовке. То есть это такое начало долгого совместного пути. И большое спасибо Рамзану Ахматовичу, главе республики, за приглашение и вот проведенную его командой такую объемную системную работу. Впереди у двух субъектов объединение усилий ради развития и укрепления единства в стране. Чеченская республика традиционно активно выстраивает сотрудничество с регионами России, и практика показывает, что такое взаимодействие приносит реальные результаты и взаимную пользу. Лейла Муртазова, Шамсудин Джабраилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики. Вести. Чеченская республика. В Грозном состоялось торжественное мероприятие в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это отрасль — основа продовольственной безопасности и экономического развития. Рамзан Кадыров поздравил аграриев и лично вручил высокие государственные и ведомственные награды труженикам. О людях, благодаря которым процветает регион, в репортаже Рабят Гатиевой. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева чествуют тех, чей труд – основа продовольственного благополучия региона. Празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности посетил глава республики и почетные гости региона. Рамзан Кадыров осмотрел примеры современной агротехнологии – тракторы, комбайны, опрыскиватели и дроны – незаменимые инструменты для работы Министерства сельского хозяйства республики.
ساعد شتاعت حلق كروزني خيروي كروزني بيزا باس دا ترتا لقودو در هورشا لقول فنتلادر مختبر باندوشا بو كوچ ودا بين كاج من يتو بين لا كوچ هورشا فيكتين دو ساعد شتاع. А 23 новеньких внедорожника «Нева Тревел» стали подарками от регионального фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, сотрудникам районного управления сельского хозяйства и подведомственных организаций за добросовестную работу. وين حلق شرا وين نحن مع نص عمود على الفندق وين 20 جرانتي على نير بيت بروجيشن هنتو شرا 23 نيو تريول سكندي تسلي مسلو شيء وصلويتي مسلو سام يبغى شو وين ريون يسقاشنكشن تان بلاش لعبوه بابا باكات أبوي شو بلوش ناشي ويزن أربعة 23 مش نشر دال سايو كمان نحن مع نو دال ده عمود حجي يعبوا بدو وين بابا أو مسلو أو فندق مسلو أو ديش تونشر درس معنا شهر وقت بيش خلاتير ويقصوا بالنماني وقت فاسيلس كذا استليل خلاتير. Знакомство с достижениями аграриев продолжилось на внутренней выставке. Глава республики и гости лично осмотрели продукцию местных производителей. Многие из этих продуктов находятся дома у самого Рамзана Кадырова. كم شو Мажором. Ой, берите кебер, кемиши питомники, бобни почти 3 миллиона тонн сажен выращивать его. А даин кемиш берите кебер его. Ой, ногчи зерштет, кемиш присорт его. Прибор сорт я был бешло. Так уж инза магар ишта цер устойчив суйон. Обычно кемиш бороз и то молно что еще ван шостью аж до и 25-26 градусов мороз удержать его. И хилер баня рентабельный вещь, или выгодно лаиш, летью акция есть, летью сажен магазин затрачки с горизон. Сунда это его вещь питомник его песок штяхт его шиш. Так песок штяхт, это цена уникальная, я цена 68 года питомник его сюда забросили. Его ее возродить, но мады надо 3 миллионов сажен выращивать его. Так филоксировался, сам говорил. И муссума больше. Вот песка филоксированный развивается. И за счет этого у нас питомник мы можем выращивать не собственно саженцы. Твоя республика хватило, гуна регион. Даюды? Ее что спросил? Там мерзи. Мерзи чич. Я ее беру. Хош, доишь что сахайлиш. Все, она алзоби внимание. Эй, душ. 254 гектара насаждения угля, там у нас слива, груша, яблоко разных сортов. Да, по всей России участвуют. Я шел, военный ценкаят, рекому Россию военный ценкаю, золотой медаль, что диплом, что серебряный, массу мероприятий, шкафы участвуют. Я шел, один из лучших был. Dari селения, Амадитер. Мясо, кролики, мясо, курица, тушенка, гречка, сахар, рис, сыр, вода, лимонад. Там что я ешь, а сейчас массу мою все. Идет тордо, лимонад, что на основе натурального сахара, добавлением натурального сока. Также у нас представлено мясо кролика, халяльное. Есть раздел картошка, фасовка у нас рис, гречка, горох. Также вот птица, курица у нас представлена, все, естественно, халяль. Фильм «Свет»? Да, цвет, все натуральное. Салам алейкум. Мазкада что ли? Ой, выпек, булочки, жена пшеничные, разные сорта. Сбахуква, тут дикая слова, чай можно я когда вахи авишурока. Пятый показывал. Объекты, да? Мозга, да? Дай мозга, Он хаски, что воздух, что на карху хавали на квай. все, молодец. Шеф лидеров. Лесной продукции, молочной продукции. Молочной продукции. Здесь мясные деликатесы, сосиски, сардельки, вареная колбаса, куриные рулеты. Хош, я метахал, что دائم ويشوا وعلى هو شوا دائم ويروح ثاني دين وسبعديش لا وإذا بيشنا ويتعبولش تقنع بولش عن يوبش عن أبدا أنت حكيت غير ديك المات هروينك زيت عن بولش
سعر حاجة مستفيد عضلات داغستان كتير دادويد عدد شيء كتير هذا 30% وعياليرتن. لا بروفيلاكتيا عاش شيء ويديش وزعل كان ويحل في والير إنت ويسان كيف تعبتني من وقتنا وصل عيق نقطة تاتج بس في ويديش ده ويسان كيف ويديش ده بس هي بدأت إن تاع كتير غلية شوف От деликатесов и свежей выпечки до натуральной молочной продукции и сочных фруктов. Каждый стенд – доказательство эффективного развития агропромышленного комплекса республики. А это всеми любимый бренд Жайна, который каждый год показывает колоссальное развитие. Сегодня они представили аж 19 видов своей продукции. Как пример, то также есть всеми любимые йогурты, которые представлены с самыми различными вкусами. Это персики, бананы, ананасы и черника. Мероприятие началось с короткого фильма о трудном пути сельского хозяйства республики. На сегодняшний день в сфере сельского хозяйства работают более 117 тысяч человек, и они трудятся на 130 тысячах гектаров земли. Чеченцы всегда по праву высоко уважали и ценили людей, посвятивших себя этому делу. Восстановление инфраструктуры и полей шло стремительными темпами. Посевы разнообразными культурами расширялись с каждым годом. Проведена большая работа по разминированию огромных площадей. С основным докладом выступил министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. Он подчеркнул, что фундамент сегодняшних успехов был заложен первым президентом Чеченской республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. И его путь продолжил глава республики Рамзан Кадыров. За сравнительно небольшой срок нам удалось достичь устойчивого развития агропромышленного комплекса. В начале своей деятельности Министерство сельского хозяйства находилось в условиях, когда ведение сельского хозяйства можно было назвать критическим. И если не безнадежным, работы проводились не просто в трудных и экстремальных условиях. Около 85% парка сельхозтехники было устаревшим и непригодным для использования. Более сложной была задача с земельными ресурсами. Огромные массивы плодородных земель были заминированы, что в свою очередь не только полностью исключало их использованию, но и предоставляла прямую опасность для жизни сельхозпроизводителей. Большая часть инфраструктуры находилась в разрушенном состоянии. Это была полномасштабная реанимация всей отрасли. На сегодняшний день разминировано, вовлечено в оборот более 20 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель сельхозназначения составляет более 300 тысяч гектаров. 10 раз увеличилась площадь садов и виноградов. Количество занятых садоводством и виноградством насчитывается более 120 хозяйств. Аграрий региона обеспечен необходимой техникой, отвечающей всем современным нормам. Более 3000 крестьянских фермерских хозяйств и более 950 сельхозорганизаций. Ежегодно создаются новые рабочие места. В текущем году планируется создать более 300 новых рабочих мест. Только за последние 10 лет реализовано более 40 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 27 миллиардов рублей. Таким образом, можно отметить кропотливую работу, начатую первым президентом Чеченской республики, героя России Ахмаду Хаджи Кадырова Далгазов Обалдольцун и успешно продолженную вами, Рамзан Ахматович. Следуя заветам Ахмата Хаджи Кадырова, чеченский народ сегодня живет в мирной и динамично развивающей республике. Хотелось бы выразить благодарность работникам агропромышленного комплекса Чеченской Республики за их труд, вклад в развитие региона, а также Министерству сельского хозяйства Российской Федерации за всестороннюю поддержку. В своем выступлении Рамзан Ахматович сделал особый акцент на качестве современных кадров и техническом оснащении агропромышленного комплекса республики. И что за последние 20 лет сельское хозяйство развивается с колоссальной скоростью. Дорогие гости, уважаемые друзья, поздравляю всех работников с профессиональным праздником. На самом деле хочу вернуться в 99-е, 2000-е, 1-2 года. Что у нас было? Ничего не было. И пашни не было, и техника не было. И мы говорили, дайте нам технику, которую вы разрушили. Ответ молчали. Хотя разминировать вы отправляете за границу для разминирования людей. И то мелкими шагами участвовали в разминировании. На самом деле было трудно, очень трудно. Но сейчас ситуация другая. Техника новая, современная. Специалисты хорошие. К нам приезжают специалисты. И это радует. Алмола, мы все вместе построим нашу республику всесторонне развитую, чтобы молодежь с Кавказа приезжали к нам и сделать молодежный центр Грозного. Это наша мечта. Да, мол, все возбудится. Большинство людей не ожидали, что мы так можем развиваться. Мы все командой Ахмад Хаджи служим Всевышнему и преклоняемся только Ему. Поэтому у нас такие результаты. Алхасам, алхамдулиллах. Ахмад, сила, Аллаху Акбар.
После своего выступления глава региона отметил отличившихся сотрудников министерства. Лучшие из лучших поднялись на сцену. Высокой награды ордена Кадырова был удостоен президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Чеченской Республики Лечи Татаев. Награждается орденом Кадырова Татаев Лечи Алиевич, президент Ассоциации крестьянских, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Чеченской Республики. Вручение мне высшей награды республики лично Рамзаном Ахматовичем Кадыровым для меня это большое, неизгладимое впечатление. Из-за уважения ко мне Рамзана Ахматовича и министра сельского хозяйства Висхана Мацуева при таком возрасте почетном я продолжаю свою работу. Хотел поблагодарить нашего дорогого Рамзана Ахматовича, легендарного руководителя региона. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой были награждены заместитель Министерства сельского хозяйства страны Андрей Разин и заместитель регионального ведомства Абдулбек Тутуев. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Разин Андрей Викторович, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. Тутуев Абдулбек Майербекович, заместитель министра сельского хозяйства Чеченской Республики. Другие отличившиеся работники получили почетные звания и благодарственные письма. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чеченской Республики» Дудаевой Раисе Алуевне, Хусаинову Хамиду Саидахмедовичу, директору департамента административно-правового департамента. Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждается Ахмадов Абдулбек Майербекович. А этот момент особенный. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вручил ключи от новых квартир в Грозном 3 сотрудникам министерства. Социальная поддержка работников – важная часть региональной политики. Вручаются документы на квартиры в городе Грозный работникам сельского хозяйства Чеченской Республики. Каимову Ибрагиму Хасановичу, Калуевой Луизе Жандаровне, Юнусовой Элине Исаевне. Sonra doktoruna bastırdı o içer çoğaltma yoksa ministerstva. O ayıskı yükseltlik değil de hep omda hep halk da hep boş. Daha hep kehadu da alma kira da koyardı. İşte soğuk diye şıl ne dahiye ne la ala samu adu. Среди награжденных и директор департамента животноводства Ваха Ирасханов. Грамоту от главы республики он получил за многолетний добросовестный труд. Ирасханов Ваха Хажи Альмурзаевич, директор департамента животноводства. Я действительно проработал на протяжении 10 лет в Волгоградской области главным ветеринарным врачом и потом попал в наше министерство. С того момента я год проработал начальником отдела животноводства и меня перевели директором департамента. Вот на протяжении 17 лет я как руковожу департаментом животноводства, агропродовольственного рынка и переработки сельхозпродукции. Естественно, работу я свою очень люблю, ценю, дорожу тем, что я работаю у нас в республике, так как я сравниваю другие регионы, как работают и как мы работаем. Естественно, наша планка выше, чем в других регионах. В своей речи первый заместитель председателя Аграрного комитета Владимир Плотников выразил искреннее восхищение преобразованиями в республике. Действительно, Чеченская Республика по многим направлениям делает невероятные успехи. И когда мы приезжаем в город Грозный, мы видим каждый год новые перемены. Строятся новые здания, новое сооружение, идет благоустройство. И мы гордимся, что чеченский народ такими темпами преображает свою родную республику. И мы ценим, как и вы, уважаемые друзья, тот большой вклад, который глава республики вкладывает душу в развитие родного региона. Особо отмечаем успехи сельских тружеников, фермеров, руководителей предприятий, специалистов, когда из года в год идет рост производства и в растениеводстве, и в животноводстве.
отличные успехи в перерабатывающей промышленности. Выставка, которую мы сегодня посмотрели, ярко свидетельствует тому, что сельское хозяйство, агропромышленный комплекс республики динамично развивается. Это, конечно, результат труда и сельских тружеников, и руководства республику, и лично главы Рамзана Ахматовича. Свое выступление Владимир Николаевич завершил вручением главе Чеченской Республики высшей награды Ассоциации сельхозпроизводителей России. Высшая награда Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России за выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства и фермерского движения Чеченской Республики награждается медалью первой степени за вклад в развитие фермерского движения России Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Заместитель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин передал слова восхищения работой чеченских аграриев от федерального центра и отметил лидирующие позиции региона в ряде агронаправлений. Рамзан Ахматович, если посмотреть по последним результатам, мы видим, что год от года Чеченская Республика демонстрирует устойчивую динамику роста по всем направлениям, несмотря на все сложные условия. У нас практически полностью отсутствовал защищенный грунт. Мы видим хорошие результаты восстановления. Не менее 500 000 зерновых ежегодно республика дает в общий объем производства хлеба страны, и это существенный вклад. Мы видим, что прирастает производство молока, мяса, перерабатывающей промышленности. Отдельно я хочу сказать теплые слова в адрес виноградарей республики. Мы видим, что тоже идет развитие, восстановление, и мы ждем саженцев, которые будут производиться здесь, в Чеченской Республике, и дальше произрастать в угодьях и других регионах нашей страны. Поэтому, Рамзан Ахматович, спасибо, отдельные слова благодарности от всего агропромышленного комплекса. Теплые слова поздравления с праздником я хотел передать от Дмитрия Николаевича Патрушева, заместителя председателя правительства. Он очень ценит ваше особое внимание к сельскому хозяйству и развитию нашей отрасли. От нашего министра Оксаны Николаевны Лут пожелать вам и всем аграриям республики доброго здоровья и новых, хороших, рекордных результатов по всем направлениям. С праздником вас и дорогие аграрии, Рамзан Ахматович. Кроме того, Андрей Викторович наградил министра Висхана Мацуева званием «Почетный работник АПК России». Присваивается звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» Мацуеву Висхану, заместителю председателя правительства Чеченской Республики, министру сельского хозяйства Чеченской Республики. Настоящим украшением вечера стало выступление девичьей хоровой капеллы под руководством заслуженного деятеля искусства Радимы Хаджимурадовой. Их проникновенное исполнение «Нохчу Дувей» создало в зале особую атмосферу. А ансамбль «Даймох» подарил гостям зажигательный и величественный танец, символизирующий силу и дух чеченского народа. Праздник завершился, но труд аграриев продолжается. Сейчас перед ними новая задача, поставленная Рамзаном Кадыровым. Сельхозугодья региона должны стать лучшими в стране. Приветствую. От всего сердца. Поздравить вручить вот эту машину, чтобы она радовала вас. Новая Нива. В честь победы в ралли «Шелковый путь» выпущен. Всего 3 таких автомобиля выпущено. 2 на автовазе, 1 вот у вас для того, чтобы радовать вас. Большую благодарность за то, что защищаете нашу Родину. Вспомните свое слово во всем. Всего сердца большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Рабиат Гайтеев, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Глава также посетил грандиозный вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». Спортхолл «Колизей» стал центром притяжения для многочисленных поклонников этого вида спорта. В главном бою в ринге сошлись Умар Саламов и Юрий Кашинский. Имена триумфаторов в репортаже Магомеда Азиева.
Мы находимся на главном боксерском шоу региона. В рамках вечера на ринг Колизея выйдут топовые российские бойцы. Ожидается ожесточенный бой между Умаром Саламовым и Юрием Кашинским. На кону стоит пояс VPA International, который достанется лишь сильнейшему. Грандиозный вечер турнира Ахмат Озон собрал массу зрителей. Накал не шуточный. Бойцы выходили на бой не просто подготовленными физически, а полностью собранными и решительными. Чтобы полюбоваться противостоянием сильнейших, на место прибыл давний любитель этого спорта, глава Чеченской Республики, который в прошлом даже сам практиковался в этой дисциплине. Сюда он приехал в сопровождении верных соратников, а также профессиональных боксеров, в их числе именитый Артур Битербиев. Дамы и господа, приветствуйте! Глава Чеченской Республики, Герой России, Рамзан Ахматович! Здесь же состоялась встреча главы республики с бронзовым призером Олимпийских игр Исламом Хатаевым. Как и ожидалось, предварительный карт оказался как зрелищным, так и непредсказуемым. Особенно запечатлелся зрителям бой Резвана Иляханова против Музаффара Расулова. Практически все представители республиканского клуба «Ахмат» одержали уверенные победы. В третьем раунде техническим нокаутом победу одержал Резван Илиханов. Республиканский спортивный клуб «Ахмат». Да, Беркетюр. Savage şattan lekt bol şemasera. Allah Resul ve Şefan Ramza Ahmatović. Dala şolo. Mosu uslovi mosu. Huma denatum. Tom da de kahek çondu. Haydaluk adi gidina. Dala tu boyla. Dala şolo. Şun de Resul masanatan dakar. Dala tu boy. De Resul masana. Открыл основной карт турнира бой в весовой категории до 76 кг. Бешто Шалаев и Махмад Раджаб Шарипов. Оба спортсмена демонстрируют хороший темп, но Шалаев понемногу начинает брать инициативу в свои руки и по ходу боя занимает доминирующую позицию. Под мощным натиском ударов соперник отказывается дальше продолжать бой. Техническим нокаутом в третьем раунде одержал победу и остается не знающим поражений. Бешто Шалаев! Республиканский спортивный клуб «Ахмат». Assalamu alaikum. Marshal derege. Marshal Ramza Ahmatović. Hugura Ramza Ahmatović. On deres alurderson. O noxi jo amel destek sportana degi var masana gushtu deres dal sidwar daqi trener khampashina shemlina daimna ton поддержкаш то тренировать deres alurder руководство клуба والدينا تونويش تلمسهم لا تشوا دلرسل دخين شانا وجرينا دلرسل شون دالدي عبيرت كيوالو أحمد سيلا الله أكبر. Не менее динамичный и впечатляющий бой продемонстрировали чеченский боксер Идрис Адалаев и нигерийский спортсмен Пелуми Адееми. В пылу противостояния Адалаев совершил филигранный удар в корпус, благодаря которому одержал победу техническим нокаутом. Ассаламу алейкум. Marshal Ramzan Ahmatović. Marshal Şadege. Derezon Ramzan Ahmatović. Anoqchi chuan chusadyan asho. Deno khazu shwaygalu dal shedo dal ahmel deshtagwan. Derezon. Taka admina derezil aladarson. Moso avorson padeshkash. Son avso desh asho. Shibo taltitun boyera so padeshkash. Odesh. Allahu akbar. Rahmat sila. В следующем бою на ринг выходит Артем Суслинков в весовой категории 90+ килограмм. Его оппонент – хорват Аргон Смакичи. Показывая настоящий характер и четкую технику, Суслинкову удается заполучить титул. Приветствую всех на этом замечательном турнире Ахмат Озон. И очень рад здесь находиться. Сегодня мы на самом деле увидели
отличный симбиоз спортивного клуба «Ахмат» и крупного бизнеса «Озон». Надеюсь, и в дальнейшем будут проводиться такие замечательные соревнования. От всей души хочу поблагодарить легендарного человека, главу Республики Чечня Рамзана Ахматовича Кадырова. Спасибо вам большое за развитие бокса в республике и в России в целом. Также хочу поблагодарить министра спорта республики Ахмада Рамзановича Кадырова. Хочу большое спасибо сказать своему хорошему другу Эдилову Валид Халидовичу, руководителю Федерации бокса Республики Чечни, и поблагодарить его за теплый прием. Сегодня увидел много братьев по оружию, с кем когда-то делил ринг. Из Республики Чечня, ребята, из Дагестана, еще из братских республик. Очень рад вас видеть в добром здравии. Всем желаю крепкого здоровья. Спасибо, Грозный. Всем мир. Слава Богу за все. Бой так чуть получился подольше. Если бы не этот перерыв, конечно, я думаю, что все было бы намного быстрее. Турнир пролетел очень быстро. Естественный интерес сохраняет главный бой вечера. Болельщики признаются, что они с нетерпением ждут этого противостояния. Организация очень хорошая. Бои на уровне. Мы ждем очень сильно главную карту. Это наш боец из нашего села. Мы очень за него болеем. Мы ждем, чтобы он выиграл. Иншаллах, он выиграет этот бой. Саламов, занимающий 6-ю строчку мирового рейтинга, демонстрирует хладнокровное мышление, превосходную подготовку. Его удары безоговорочно точнее, чем у оппонента. Кашинский стремится противостоять его атакам, но Умар беспрекословно доминирует. Уже во втором раунде судьи зафиксировали технический нокаут. Умар Саламов завоевывает пояс WBA International. Рамзан Ахматович, Хамаша Огил, Аллах Дерез Хулон. Давдуху Агуал Ахмат Сила Аллаху Акбар. Рамзан Ахматович, Асхондуаш Далер со чемпион мира в Ируэл. Ивал Цутикач Ассайгмалуш Далуштол Шахум Дина Хинс Эбой Чаны Верол Шорсо Далмола Далнисла. Хотел бы поблагодарить нашу главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича за все. Не только бокс. У нас сейчас есть чемпионы в ММА, чемпион UFC. В боксе есть уже бывшие чемпионы, конечно, абсолютно. Но все равно есть. Это сегодня вот даже погулять по Грозному, посмотрите, сколько мечетей, как красиво сегодня в Грозном. Это все благодаря нашему главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу. Одержав очередную победу, он увеличил свой профессиональный рекорд из 34 боев. На данном этапе его статистика 32 победы, всего 2 поражения. Тем самым заполучил он чемпионский пояс и удержал за собой звание лучшего. Бои были очень интересные. Умар Саламов показал себя в новом весе. Хорошо показал, мне кажется. Хорошие перспективы у него выступить в тяжелом или там бриджервейте. Хорошие шансы. Там много ребят можно отметить. Такие новые лица, что очень приятно появились на этом турнире. Турнир Ахмат Озон завершился, подарив публике незабываемые впечатления и множество красивых боев. Перед своим уходом глава республики пожелал всем спортсменам удачи и лучших свершений. Недаром бокс считают исключительным видом спорта. Этот турнир наглядно показал, насколько результаты в схватках решают сила, хладнокровные решения и отточенные навыки. Магомед Азиев, Хусейн Мурдаханов и Магомед Тутаков при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. Мечеть «Сердце Чечни», Российский университет спецназа и новый 5-й район Грозного. Губернатор Чукотского автономного округа в рамках двухдневного визита посетил достопримечательности республики. Чиновник выразил благодарность за прохождение курса военно-тактической подготовки в Русе группой молодых ребят из Чукотки. Репортаж Турпала Литайсумова.
Визит гостей из Чукотского автономного округа во главе с губернатором Владиславом Кузнецовым начался с осмотра недавно открытой первой линии района имени Владимира Владимировича Путина. Они увидели необычные дома в восточном стиле и, главное, большую облагороженную территорию. Темпы у нас колоссальные, уже избитая фраза, динамично развиваемся, не останавливаемся. Делегация посетила одно из популярнейших мест для гостей – Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Участникам визита показали теоретическую базу, смотровую площадку, а также аэродинамическую трубу на базе Гудскай. А кроме того, у собравшихся была, к примеру, возможность самим опробовать стрельбу. На спецполигоне они вели огонь из различного стрелкового оружия под присмотром опытных инструкторов. Представители Росспецназа и Чукотского автономного округа подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Они передали друг другу благодарственные письма и подарки. Подписано соглашение между губернатором Чукотского автономного округа и филиалом Центра военно-спортивной подготовки воинов Чеченской Республики о совместной деятельности по обучению подрастающего поколения военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию. Дети с Чукотского автономного округа будут участвовать в проведении летних военно-спортивных смен «Время юных героев» на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. Ежегодно мы будем принимать до 20 человек в каждую смену. Крупнейшая мечеть в Европе «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, также стала местом посещения гостей. Ее необычный внешний облик и внутреннее оформление произвели на всех большое впечатление. Отделка данной мечети у нас сделана из белого мрамора, привезен из греческого острова Тесос. Специфические свойства данного мрамора – это то, что в летнее, самое жаркое время, вот даже притронешься, он прохладный. Да, он прохладный. Этот мрамор еще используется в Мекке, в Медине. Вот. Вечером прошел большой концерт, где на сцене выступили артисты Чукотского автономного округа и государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо». Коллективы показали свои уникальные номера хореографии. Далее гости посетили концерт государственного академического ансамбля танца в войнах. Делегацию сопровождал заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев и министр культуры субъекта Иса Ибрагимов. С необычным и завораживающим номером выступил чукотский ансамбль. Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил, что на первый взгляд чеченская и чукотская культуры кажутся разными, но объединяет одно – уважение к своим традициям и любовь к своей родине. И вот культуры, кажется, разные, да, и танцы разные, но на самом деле вот не такие уже разные, если подумать. Мужчина всегда мужчина, воин и одновременно защитник. Женщина всегда вдохновение и хранительница очага. И все это происходит на фоне совершенно потрясающей природы, которую мы любим нашу малую родину. Это и есть наши подлинные традиционные ценности. На такой позитивной ноте ознакомительный день и завершился. Впереди у сторон насыщенные планы по обмену опытом и совместной работе. Турпа, Лолита Исумов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Телеканал «Война» стал победителем всероссийского конкурса «Про газ». Журналист Асламбек Атуев одержал победу в номинации «Лучший материал в эфире радиостанции». Церемония награждения состоялась в рамках Петербургского международного газового форума. Руководство компании отметило высокий профессиональный уровень журналистов республики и их активное освещение программ газификации. По словам директора Рузана Веселаева, благодаря Рамзану Кадырову и специалистам газовой службы голубое топливо сегодня доступно даже в самых отдаленных горных селах. Всего в конкурсе было представлено более 200 работ из 72 регионов. Относительно недавно мы даже не могли мечтать о том, что наш регион будет газифицирован на 98%. Более того, газифицируемые отдаленные горные районы для жителей этих горных районов на самом деле это большой подарок. Спасибо организаторам вообще за это мероприятие. На самом деле работу, которую мы подали, она одна из немногих. Очень много жителей, когда мы выезжаем в горные районы, благодаря то тепло, которым мы обеспечены, благодаря Рамзану Ахматовичу. На самом деле это колоссальный, очень нужный труд. Республиканская клиническая больница имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вошла в число 100 лучших медорганизаций страны. Главный врач Малика Межидова удостоена звания «Лучший руководитель года».
Награды были присуждены по итогам конкурса Международного форума инноваций и развития. Жюри учитывало вклад больницы в развитие здравоохранения, качество услуг, квалификацию специалистов и применение инновационных технологий. Сегодня Республиканская клиническая больница – современный многопрофильный центр, оказывающий высокотехнологичную помощь по множеству направлений. Мы очень рады быть отмечены на таком высоком уровне. Это наша общая победа, которая стала возможна при благоприятным условиям, созданным руководством нашей республики для всех представителей системы здравоохранения. Доверяю слышим за постоянную поддержку. Мы, в свою очередь, будем и дальше делать все, чтобы достойно представлять учреждение, носящее имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Второй день пребывания делегации Чукотского автономного округа в Чеченской Республике также оказался насыщенным. О программе визита, репортаж Лимды Джамалдиновой. Второй день визита делегации из Чукотского автономного округа начался с подписания соглашения между Чеченским государственным педагогическим университетом и Чукоткой. Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере образования и подготовку квалифицированных кадров региона. Я думаю, что будут положительные результаты, я уверен. Будем стараться. Спасибо Чеченской Республике за теплый прием. В рамках договоренности университет предоставит студентам Чукотки квоты на бесплатное обучение по педагогическим направлениям. Для действующих учителей округа предусмотрены программы повышения квалификации, стажировки и обучения современным образовательным технологиям. Соглашение открывает новые возможности для профессионального роста педагогов, привлечения молодых специалистов и укрепления кадрового потенциала системы образования Чукотки, а также Чеченской Республики. На базе нашего вуза работает центр «Воин Ахмат», где мы повышаем квалификации. Вот мы знаем, что последний уже год как очень актуально, и на это государство уделяет внимание, основу безопасной жизненной деятельности. То есть мы проводим повышение квалификации учителей по всему Северному Кавказу. Также мэр города Анадырь и первый заместитель начальника Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа отправились на экскурсию по предприятиям Грозного. Делегация направилась на объект, который отвечает за теплоснабжение части города. Специалисты рассказали о современном оборудовании и системах, которые позволяют эффективно обеспечивать жилые дома и социальную инфраструктуру теплом. Котельня построена в 2018 году и функционирует с 1 марта 2019 года. Привязаны к данной котельне 91 многоквартирных домов. Общая протяженность тепловых сетей от данной котельни составляет более 11 километров. Обеспечивает теплом без горячего водоснабжения населения общей суммарной мощностью 17 825 человек. Особый интерес вызвали решения, применяемые в энергоэффективности и экологической безопасности. Гости подчеркнули, что опыт Грозного может быть полезен для северных регионов, где вопросы теплоснабжения особенно актуальны. Я думаю, что самое важное – это когда налаживаются связи, когда все готовы быть в диалоге и помогать друг другу в рамках конструктивных решений. У нас планируется сотрудничество и между мэриями, соответственно, мэрией города Анадырь, которую я представляю как глава администрации, мэр, мэрии города Грозного. Об этом с коллегами сегодня договорились. И между нашими предприятиями для того, чтобы обсуждать уже конкретные детальные вопросы эффективного взаимодействия. На этом экскурсия не завершилась. Далее делегация продолжила свой курс и по другим предприятиям города. Впереди у сторон еще один насыщенный день. Планы по обмену опытом и совместной работе. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Авайнахра в социальных платформах.